Салам алейкум ва рахматуллах. Салам и дуруд, достони азизам. Салам алейкум ва рахматуллах, уважаемые зрители. Сегодняшняя наша передача будет на русском языке. Надеюсь, что таким образом мы донесем наши слова до наших русскоязычных зрителей, друзей и для тех, кто хочет услышать нас на русском языке. Я думаю, что наша передача будет очень интересная. Я с вами Салим Султанзада, веду эту передачу каждую субботу в 17 часов по берлинскому времени. И сегодняшняя наша тема будет на тему постдиктатуры. Постдиктатура, угрозы и перспективы для Таджикистана. Уважаемые друзья, уважаемые зрители, я вас всех призываю ставить свои лайки, написать свои комментарии. Таким образом вы поддержите нашу передачу, нашу программу, наш канал. Это очень важно для нас. И плюс к тому вы можете найти нас в других социальных сетях, как так, в Инстаграме, в Твиттере, в Телеграме, в Фейсбуке под именем именно Паймон Лайф. Те друзья, которые нас уже подписались на наш канал, я выражаю свою благодарность, а тем другим, которые будут смотреть нас сегодня или в будущем, призываю поделиться нашим каналом и обязательно же подписаться, чтобы в дальнейшем были в курсе наших передач. Конечно, наша передача в основном идет на таджикском, на фарси. Приглашаем разных политиков, экспертов и обсуждаем те или иные темы. Ну, конечно же, у нас есть и русскоязычная аудитория, с которыми мы будем вести передачи и разговоры на русском языке, как сегодня. Думаю, что это будет в пользу для нас всех. Итак, друзья, переходим на основную тему нашей сегодняшней передачи. Сегодняшнюю тему, только что, которую я вам озвучил, постдиктатура, угрозы и перспективы для Таджикистана, мы хотим обсуждать это с нашим уважаемым гостем, нашим братом, нашим устадом, учителем, уважаемым Теймур Варки. Теймур Варки является председателем форума свободомыслящих Таджикистана, является членом политического совета Национального альянса Таджикистана, оппозиционный альянс, состоящий из 3 политических групп и движений. Салам алейкум, Аку Теймур. Алейкум ассалам, добрый день, добрый вечер, Салимджон и все, кто нас видит и слушает. Спасибо большое, Аку Теймур, что вы приняли наше приглашение и выделили время, чтобы высказать свое мнение для наших зрителей. Я думаю, эта тема, которую мы выбрали сегодня, очень важна, особенно для таджикского общества, особенно для тех, кто следит за ситуацией в мире, в регионе, особенно в Таджикистане, и особенно какие шаги или какие мнения или идеи имеет именно таджикская оппозиция. Вы являетесь руководителем оппозиционной группы, являетесь также представителем оппозиционного альянса, оппозиции к нынешнему режиму в Таджикистане, который уже более 30 лет возглавляет своим, скажем так, диктаторским правлением нашу страну родную. Именно поэтому я сегодня хотел бы с вами поговорить на эту тему. Именно почему я с вами хочу поговорить на эту тему. Все наши зрители и все, которые наблюдают за действиями политических партий в Таджикистане, оппозиционных, особенно во главе вас и вашей организации, которая является именно светским крылом оппозиции, можно сказать так в кавычках. Хотел бы узнать ваше мнение. Как вы думаете, на данный момент мы становимся свидетелями, как диктаторские режимы, они рушатся. По вашему мнению, в Таджикистане такой процесс, скажем так, конец диктаторского режима, он близок
или нет? В общем, ваше мнение об этом режиме в данный момент, пожалуйста, такое. Спасибо за вопрос, очень глубокий, интересный вопрос, разносторонний. Вы имеете в виду режим в Таджикистане, да, сейчас, Да, 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 да. будущее режима Рахмона? В общем, если я думал, представлял примерно вопрос и свой ответ, и, значит, если сегодня кто-то скажет, что он знает, то можно кинуть в него камень, так сказать, без зазрения совести. Никто не знает. Никто не знает, как отразится и что за этим последует, и насколько продлится судьба, жизнь диктаторского режима Эмомали Рахмона. Вместе с тем, можно сказать уверенно на 100%, что ни один диктаторский режим не вечен, и режим, который Асадов, который просуществовал более 50 лет, тому свидетельство, что сам Башар Асад еще накануне уверял Путина, что все спокойно, что он контролирует ситуацию, когда на северо-востоке пошли, значит, первые вооруженные столкновения и захваты городов, и тем не менее он рухнул как карточный домик. Этот режим, и Асад сейчас пьет чай вместе с Януковичем, значит, на подмосковной даче в Серебряном Бару. Я думаю, что сейчас некоторые поют «Засада, засада, засада моя», и думать, что если это я переформулировал песню «Гренада, Гренада», «Гренада моя», известная песня, значит, времен раннего советского периода и гражданской войны. И там есть такая строчка: «Отряд не заметил потери бойца». Я думаю, что отряд диктаторов очень даже заметил и испугался, и понял, что кто-то из них следующий. И, возможно, Рахмон следующий. Но я думаю, что падение режима Башара Асада повлечет за собой такой камнепад отставок, изменений и диктаторских режимов, и не только диктаторских режимов. И мы видим, что сейчас начались серьезные изменения, волнения внутри и в Афганистане, власть между собой, ветви власти Талибана начали просто необъявленную войну, взрывы, убийства высокопоставленных чиновников разных ветвей. Вот, значит, не исключено, что Нетаньяху последует скоро за Башаром Асадом, и израильское, значит, общество потребует его ареста и отставки. Не исключено, что Зеленский после заключения мира, так называемого, или перемирия, которого требует Трамп, тоже уйдет в отставку и окажется где-нибудь в Лондоне, как некоторые предполагают. Не исключено, что с Путиным что-то произойдет, табакерка или что-то иное. И, в общем, Эмомали Рахмон очень похож и очень зависим от ситуации. И ситуация Эмомали Рахмона похожа на ситуацию Башара Асада. И мы не знаем, успеет ли Эмомали Рахмон передать власть сыну. В любом случае, его сын — это не тот человек, который способен удержать власть в Таджикистане. Поэтому для Эмомали Рахмона сейчас очень сложная задача. И так же, как в Сирии,
так же, как Башар Асад, любой диктатор, в том числе Эмомали Рахмон, создал все условия для того, чтобы произошла, так сказать, потеря контроля, произошла революция. Но мы не знаем, мы не знаем. Знал бы, знал бы Прикут, жил бы в Сочи, как говорится. Но даже Путин сейчас не живет в Сочи, потому что туда долетают украинские дроны. Не живет ни в Сочи, ни в Адлере, потому что, значит, даже там ему теперь небезопасно. Поэтому вот и эта пословица уже не работает. А, Никто не знает. И Эмомали Рахмон не может быть уверен в завтрашнем дне. Это точно, можно сказать. Ако Тимур, извиняюсь, что перебиваю, вот только что вы сказали, что они как бы схожи, режим Рахмона с Асадом, да? Может быть, их падение тоже будет, как бы они схожи, похожи. Вот у меня возникает вопрос. У Асада была своя оппозиция, которая в данный момент уже она захватила власть и, можно сказать, управляет страной. Оппозиция, хотя она образована из разных фракций, разных группировок, но она уже была как бы монолитная и взяла власть. Вы можете сказать, что таджикская оппозиция же, она различается от сирийской оппозиции? Как может быть конец Рахмона похож на конец Асада? Я тут не могу понять, в чем их схожесть падения. Понимаете, у режимов диктаторских, у любых режимов и тем более авторитарных, репрессивных режимов есть запас прочности, есть срок годности, как у любой машины. И кажется, люди выбирают стабильность. Люди выбирают сильную руку, говорят, вот некоторые ностальгируют по эпохе Сталина. Но эта сама система диктаторская, она построена таким образом, что диктатор является заказчиком беспорядков. Он платит за это, он является заказчиком репрессий. Он является заказчиком разоблачений, вскрытия заговоров, да, мятежей и так далее, и так далее. И его правоохранительные органы, значит, он им платит. И его структура репрессивных органов, она заточена на то, чтобы не на то, чтобы сохранять режим и стабильность общества, она заточена на обратное. Она заточена на разогрев котла. Она заточена на рост экстремизма и терроризма, на рост недовольства, на поднятие революционных настроений. Поэтому это принцип. Этот принцип работает. Но какие детали, кто будет исполнителем, вот здесь могут быть различия. В Таджикистане ситуация несколько другая, как это сказать, нет совершенно одинаковых, даже 2 капель воды, они и то разные. Ситуация в Таджикистане такая, что то, что мы называем несистемной оппозицией, это мирная несистемная оппозиция, ее руководство и ее, так сказать, костяк, актив находится за пределами Таджикистана в Европе в основном. Но оппозиция себя считает также Ансарулла, и оппозицией также могут считать себя люди системные, находящиеся в системе, потому что как бы Ятимов, Рамазан Рахимзода и Юсуф Рахмон не старались выслужиться и, так сказать, найти новых мятежников или назначить новых мятежников, эти мятежники все равно будут появляться, потому что это вирус, потому что правоохранительные органы и диктатор, они способствуют распространению вируса революции. Они ее создают, они ее взращивают. То есть можно вообще, так сказать, устранить любую оппозицию, просто вычеркнуть, сказать, что оппозиции не существует.
Допустим, как вот в Туркменистане там, или где-то, допустим, в Северной Корее. Оппозиции не существует, но этот режим диктаторский все равно рухнет, потому что внутри системы она гнилая, и она рухнет сама по себе, благодаря тем противоречиям, которые она сама порождает. Кто станет исполнителем, мы не можем сказать. Может быть, тот же сам Юсуф Рахмон станет, может быть, Бек Сабуров, может быть, Да, может быть, один из зятьев Эмом Али Рахмона. Потому что, если мы знаем, посмотрим тысячелетнюю историю римских императоров, священного, так сказать, Великого Рима, этих императоров убивали близкие. И да, Цезаря убил близкий друг его заколол. Поэтому, это детали, чьими руками это будет сделано, совершенно не имеет значения, принципиального значения не имеет. Но если говорить скажем, о предположениях, о теориях, которые сейчас начинают появляться, работают целые, там, я не знаю, и журналисты, и аналитики, и целые исследовательские институты, аналитические работают над тем, что так сказать, высчитывают, пытаются составить какие-то графики и так далее, комбинации, что предположить, что произойдет, как это отразится на Центральной Азии, в том числе на Таджикистане и Али Рахмоне, то вот можно вспомнить Александр Проханов написал в своей газете, черносотенной фашистской газете, редактором которой он является, он написал, что сейчас террористы войдут из Афганистана в Таджикистан, Ансарулла сметет Эмом Али Рахмона, и потом, центральноазиатские режимы сметет, и потом иммигранты из Центральной Азии в России поднимут исламское восстание и так далее. В общем, это такие алармистские, это бред, фашистский бред. Вот. И это другая сторона, скажем, другой полюс. Это экстремизм фашистский, и фашистский терроризм, русский фашистский терроризм. Он является его проповедником, Александр Проханов, и, он является, так сказать, одним из идеологов путинского режима. Если мы хотим узнать про путинский режим, то это идеолог, русский фашист Проханов, это идеолог путинского режима. И, он видит это в чересчур черных красках, мрачных красках и так далее. Я вижу это по-другому. Если вы спросите, я могу ответить на этот вопрос. Очень хорошо, Тимур, вы как раз только что сказали об оппозиции, да? Оппозиция находится, внесистемная оппозиция находится в Европе, также Ансарулла тоже говорит, что она является оппозицией, и новая группа такая, скажем так, появилась именно в Сирии. По официальным данным, это передает МВД Таджикистана, что в Сирии находится около 400 таджиков, именно в составе сирийской оппозиции. Пока от этой группы людей, скажем так, никаких политических призывов к Таджикистану не поступало, но я думаю, уже эти люди, эта группа уже как бы внесена в список таких оппозиционных групп, оппозиции к Рахмону, к режиму Рахмона. Я понимаю, что все эти оппозиционные группы, они с разными идеологиями, с разными принципами. Но простой мирный житель Таджикистана, я вам приведу некоторые примеры, они опасаются
опасаются именно тем, что будет после Рахмона. Сможет ли таджикская оппозиция, которая в данный момент находится в Европе, или у которых принципы являются демократические ценности, являются их основными принципами, сможет ли она контролировать ситуацию после падения Рахмона? Или же наоборот, как бы при Ленине была вся власть народом, вся власть перейдет к вооруженным мятежникам или, скажем, тем же Ансурулло или тем, которые находятся в данный момент в Сирии. Но этот вопрос, который у рядового гражданина Таджикистана возникает в последнее время. Я бы хотел узнать ответ на этот вопрос от вас. Ваше мнение, ваше видение ситуации, какова она? Я думаю, что эта группа не может играть, она может быть катализатором, конечно, она может отражать настроение части общества Таджикистана, но для того, чтобы сохранить Таджикистан, именно задача любой здравомыслящей оппозиции не разрушение, а сохранение, реконструкция, да, или перестройка. И поэтому возьмем ближайший опыт Джулани, Ахмада Аш-Шара, руководителя сирийских повстанцев, который перед революцией провел грамотную работу. Он встретился со всеми диаспорами, со всеми и с алавитами, и с друзами, и с курдами, и с, христианами, и с иудеями, со светскими представителями светской части общества Сирии. И это стало причиной, это стало объяснением, почему сирийские повстанцы, как нож в масле, прошли через всю Сирию и взяли за считанные часы Дамаск и все остальные города. Поэтому я полагаю, я считаю, я надеюсь на то, что светская часть общества, которую, например, я представляю, и светская часть оппозиции найдет отклик у таджикского общества. И мы вместе с нашими соратниками по Национальному альянсу Таджикистана, вместе с партией Исламского возрождения Мухиддина Кабири, вместе с другими организациями, мы сможем найти какую-то оптимальную формулу для Таджикистана, для того, чтобы избежать беспредела и кровопролития, и не допустить вот этого хаоса. Больше всего, почему люди держатся за диктатуру, это люди боятся беспорядков, беспредела, хаоса и так далее. Я считаю, что первыми врагами революции являются беспредельщики и мародеры. С этими людьми надо поступать жестко. Я, например, видел эти возмутительные кадры, когда боевики, непонятно чьи, какого движения, какой партии, там в Сирии расстреляли на больничных койках раненых сирийских солдат. Это ни в какие рамки не влезает, ни в какие ворота не въезжает и так далее. Это просто возмутительно, это недопустимо ни с точки зрения мусульманской, ни с точки зрения чисто человеческой, когда безоружных людей, как говорится, повинную голову, когда безоружных и беззащитных, раненых убивать на больничной, кровати. Это недопустимо. И я, например, я бы очень серьезно
предложил бы над этим задуматься, чтобы не допустить подобного в Таджикистане. У нас разное общество, состоящее из разных частей. У нас значительное общество сейчас до сих пор ностальгирует по Советскому Союзу, по Сталину, по дедушке Ленину и так далее, и так далее. И мы видим все Ну, фотографии это, эти. это Да. есть, да. Но это, С этим надо считаться. это наша история, это часть нашего, так сказать, прошлого, это прошлое наших родителей. Вот, это наше детство, мы там, значит, все родились и жили при этом. Я думаю, что таджикская оппозиция должна выработать, и я просто уверен, что мы, например, у нас в Национальном альянсе нет совершенно стратегических коренных расхождений по будущему Таджикистану, по тому, каким должен быть Таджикистан, что Таджикистан должен быть светским, демократическим и по Конституции, и по сути. И в нем, в Таджикистане, должна быть сменяемость власти. Вот эти вот беспредельщики, которые хотят, значит, прийти и устроить в Таджикистане хаос, это немножко, скажем, это не наш путь, не наш выбор, да. Вот. Я надеюсь, что ну, любая революция, конечно, не может происходить без какой-то части, там, без дозы насилия, да. Даже медицинская операция требует какого-то вторжения скальпеля там, и так далее. Но я полагаю, что должны работать, оппозиция должна опираться на структуры, на государственные структуры, не ломать государственные структуры, опираться на те же правоохранительные органы, которые которые профессионалы, которые умеют и не забыли совсем, не только значит, занимаются тем, что грабят людей, значит, щипачат там по карманам и так далее, обкладывают их, значит, людей долями, но и должны вспомнить о том, что о своих прямых, значит, обязанностях, правопорядок соблюдать и поддерживать. И я считаю, что, конечно, и класс чиновников, и класс, значит, простых функционеров, которые выполняют, еще помнят, как можно честно выполнять свои обязанности профессиональные, они должны оставаться на своих местах, и тогда структура не рухнет, и тогда можно избежать, так сказать, вот какого-то хаоса, и беспредела, и беспорядков. Так или иначе, любая революция заканчивается, и за, так сказать, этапом какого-то возмущения, значит, вода, буран там проходит, там, шторм проходит, и вода разглаживается и успокаивается. Поэтому, в общем, бояться особенно тут не стоит, я полагаю, и каждый, просто мы должны приложить все усилия для того, чтобы смена власти, смена формаций, возвращение к демократическим устоям, конституционным демократическим устоям, возвращение к ним должно произойти как можно более безболезненно для Таджикистана. Я во всяком случае, я на это надеюсь. И постараюсь сделать то, что от меня зависит. Очень прекрасно. Тимур, вот история была свидетелем, что многие такие диктаторские режимы по тем или иным причинам они рухнулись, но постдиктаторская ситуация была разная. Тут можно привести примеры Латинской Америки, например, в Чили, в Аргентине после хунты, что случилось, или стран Восточной Европы, те, которые относились
Варшавскому договору, да, у них тоже была как бы такая полудиктаторское управление, они тоже рухнулись, пришли новое поколение, новые ценности. И в конце концов на Ближнем Востоке, как мы помним, была арабская весна. И сами среди этих стран я могу... Даже наш сосед в Казахстане тоже Назарбаева свергнули, пришла новая власть. Но в Грузии тоже там была революция РОС при Саакашвили, если не ошибаюсь. Смотрите, каждая эта революция, каждое изменение, она проходила по-разному, и после было тоже разные, например, с Каддафи, то, что случилось с Каддафи, это было вообще ужасно. Ну, в Грузии она более такая цивилизованная, в Казахстане тоже, хотя власть, управляющая элита поменяла руководителя, но некоторые, она проводит до сих пор реформы некоторые. Вот в Таджикистане возможно ли такой сценарий, чтобы сама политическая элита, руководители, которые в данный момент руководят страной, не только там семья Рахмона, а вокруг него, есть ли такая возможность или версия, или такие прогнозы, что именно они могут предотвратить все это насилие в будущем, как послереволюционное положение, а просто все это поменять цивилизованно? Есть ли такой прогноз или, не знаю, может быть, возможно ли такие пути? Я не исключаю, потому что у нас есть пример Горбачева. Горбачев вырос внутри номенклатуры от рядового функционера до генерального секретаря партии и до президента Советского Союза, первый президент Советского Союза. И этот человек начал перестройку. Когда этот человек увидел, после того, как перед ним был, значит, этот бег катафалков, или как там, парад катафалков, или гонка на лафетах, вот я вспомнил точное выражение, гонка на лафетах, когда в течение года, полутора-двух, один за другим 3 генсека, старожила, которые уже вообще выжили из ума и были совершенно бессильны, и ничего не соображали. Ушли, сменили друг друга и ушли на тот свет, и были закопаны на Красной площади. Горбачев был еще вменяемый, молодой функционер. Он имел опыт государственной службы и управления, и у него была информация. Это очень важно. У него, он имел доступ, он заказывал и получал информацию о том, что происходит с экономикой, что страна долго не протянет, если ничего не менять. И тогда он запустил эту перестройку. Перестройка и в сознании. Пока человек не поменяет сознание, не поменяется ничто. Да, это даже в Коране сказано. Пока ты не изменишься, не изменится ничего не изменится вокруг. Поэтому и Горбачев, хотя он не был мусульманином, вряд ли он знал это выражение, он начал с сознания, начал с перестройки сознания, общественной жизни и перестройки экономики. И вот сейчас говорят об огромном запасе прочности экономики России. Это благодаря Горбачеву, это благодаря его команде молодых реформаторов, экономистов. Все ругают Гайдара, но Набиуллина является ученицей Гайдара. И несмотря на все давление, практически там мирового сообщества развитого, гигантов экономических, Россия все еще держится. Правда, у Набиуллиной уже не такие оптимистические, так сказать, настроения. Она говорит, что запасы прочности в экономике закончились. Ну, в общем, так или иначе, любая диктатура, диктаторская архитектура
она рухнет по тому или по другому, так сказать, по той или по другой причине. И путинская диктатура, возможно, рухнет по причине экономическим. Уже вводятся карточки, так сказать, возвращаются карточки. Сначала уже вот в Калининградской области начинаются вводить карточки, талоны, да, на пищевые. Ну, это просто немыслимо. У страны с богатейшими запасами, которую Путин просрал, и всю экономику, и, значит, с обратным эффектом, с обратным результатом боролся с НАТО. НАТО уже в 5 минутах от Мурманска и Санкт-Петербурга. Ну, в общем, это, конечно, бред. И вот поэтому я считаю, возвращаясь к вопросу, к сути вопроса, внутри режима Рахмона, внутри властной системы может быть такой человек, один или там несколько, мы не знаем. Если бы даже я знал, я бы не назвал этого имени, потому что, возможно, еще его время не пришло. Но, возможно, такой человек есть, и если он есть, то это будет очень хорошо для Таджикистана. И именно такая как бы смена власти, дворцовый переворот, и если этот человек, если эти люди вменяемые, если они понимают, грамотные, если они понимают, что так Таджикистан не может быть конкурентоспособным, если ничего не менять во власти, в сознании, в экономике, в подходах, в уважении к Конституции, да, в соблюдении законов. Если ничего не менять, а если жить только, значит, по принципу Бахубгард, да, воруй, живи, гуляй, воруй, гуляй, по этому принципу, то, в общем, так сказать, от перестановки слагаемых сумма не изменится. Но я надеюсь, что, в общем, настало время перемен. Я надеюсь, конечно, на то, чтобы эти перемены были как можно менее болезненными. Хорошо. Акутемур, вот у меня возник такой вопрос. Сейчас в Таджикистане проходит судебный процесс над большой, можно сказать, группой политиков и бывших, даже до бывшего министра иностранных дел Хамро Хонзарифи, бывшего председателя Маджлиса Оли Акбаршо Искандарова, даже там есть председатель Демократической партии Сайджафар Усмонзода, бывший депутат парламента. Тут можно упомянуть Шокирджон Хакимова, заместителя социал-демократической партии. Их именно там еще есть несколько полковников из КГБ, службы системы безопасности, есть послы, дипломаты. Их именно обвиняют в том, что они хотели переворот, провести переворот. Как, по-вашему, это реально вообще была такой план дворцового переворота? Или это такая как бы очистка поля перед сменой власти, как отдать власть преемнику Рустаму Имамали? Как ваше мнение? Это вообще это странный, так сказать, заговор, очень странный, вызывающий большие сомнения у меня в том, что это реальные люди, реальные заговорщики, потому что это все, ну, я не могу сказать, что это будет некрасиво и грубо, но они не акторы политического действия. Можно сказать, это люди, так сказать, не то чтобы отработан, вот я не хотел избежать этого, отработанный материал для политики, и они не могли ни на что влиять, и ни на что не влияли вообще, никто, ни один из них. Ну что, Ахмадшо Комирзода, или Зарифи, или Акбаршо Искандаров, уважаемый, глубоко уважаемый Акбаршо Искандаров, который,
привел к власти Эмомали Рахмона, передал ему власть в руки Эмомали Рахмону, хотя имел конституционные полномочия и возможность остаться у власти, сказать нет, Да. потому что я законный глава Таджикистана. А Большой Искандаров отдал ему власть. Зачем Большой Искандарову проводить? Когда он был молодой, отдал власть Эмомали Рахмону. Теперь, когда он старый, когда он среди внуков, среди правнуков, не знаю, значит, в саду там копает помидоры там, и так далее, наверное, я не знаю. Ну, допустим, я так предполагаю. Да, Сидит допустим. на топчине, чай пьет со стариками, с аксакалами, с Да, мусафедами. в Пири. Ну, конечно, зачем ему какие-то что-то темные, какие-то перевороты, миревороты, это все, это бред собачий, это собачий бред. Я думаю, что их назначили всех. И привязали потом Шокирджона Хакимова. Шокирджон Хакимов кристальный человек, вообще чистый, как слеза. Человек, который никогда ничего не боялся, выступал. Если бы он был заговорщиком, он бы прятался, он бы не отказывал бы, значит, предпринимал какие-то меры предосторожности, и, значит, так, чтобы его не заподозрили. Он раздавал интервью направо и налево Озоди там, и другим и так далее. И человек после того, что случилось с Зоировым, после того, что случилось значит, с этим бедным заместителем другим, господи, как Гисарский, заместитель председателя социал-демократов. Социал-демократов, да. Да, после того, как все это сделали с их партией, ну зачем ему? Это бред, я не верю в это. Я думаю, что просто внутри, это то, о чем я говорил, это заказ диктатора. Заказ диктатора на очередное разоблачение очередного заговора, который на этот момент исполнил Юсуф Рахмон. Значит, и вот якобы он раскрыл заговор. С другой стороны. Посмотрите, вот никто из этих людей, кого вы назвали, не обладает экономическими рычагами и экономической базой, и социальной базой. Никто из них не обладает. Никто из них не обладает информацией. Да? Никто из них не Не были обладает при власти. Да. административным ресурсом. Да. Поэтому они не могли бы осуществить этот так называемый мятеж, и их просто назначили, я считаю. Я считаю, что их назначили, и это вот, режим болен, он начинает... Это люди режима вообще-то. И Зарифи, который помог Эмомали Рахмону совершить сделку века, позорную, да. И Зарифин надо было бы судить после революции вместе с Эмомали Рахмоном за то, что за передачу земли, за предательство, государственное преступление, значит, измену Конституции, потому что по Конституции Таджикистан неделимое государство, единое и неделимое. И передача территории Таджикистана, значит, это преступление. Поэтому, Рахмон это как, значит, животное мифологическое, которое пожирает само себя, начинает кусать свой хвост, выходит на саму себя и пожирает саму себя. Вот это диктаторский режим, о чем я говорил. Это этот принцип саморазрушения, который заложен в самой сути диктаторского режима. Вот диктаторский режим
извиняюсь, что перебиваю, диктаторский режим в Сирии, оно продлилось полвека. У Рахмона уже 32-й год, если не ошибаюсь. У него тоже такие же планы, как у Асада старшего, передать власть своему сыну Рустаму Эмомали. Вот еще раз извиняюсь, что я перебиваю ваши мысли. Тут такой вопрос появляется. В начале 2000 года, ну, скорее всего, 2015 года, между 10 и 15 годами, таджикская оппозиция ради стабильности, она отказалась от некоторых своих свобод. Свобод, которые она по праву, по конституции, по закону имеет. Не только таджикская оппозиция, но даже таджикское общество, можно сказать, и журналисты, и интеллигенция, она пожертвовала своими свободами ради стабильности в Таджикистане. И эта стабильность привела к тому, что мы потеряли и все свои свободы, и стабильность в стране, она уже находится под вопросом, так как уже дальше так продолжаться не сможет. Как вы думаете, вот после этого режима будет какая-то политическая нестабильность в Таджикистане? Какие будут тут играть роль наших соседей? Как, можно сказать, также главные игроки в регионе, как Китай, Россия, Иран, они как бы могут в этом иметь свои рычаги, как бы иметь возможность повлиять на ситуацию, как это было при гражданской войне в 92 по 97 году. Вопрос такой, извиняюсь, Тимур, такой общий, но я думаю, что вы смысл моего вопроса поняли. Спасибо вам. Да, спасибо за вопрос. Значит, на часть вопроса я уже пытался ответить про Рустама. Я думаю, что и в Москве, и в Пекине, и в Ташкенте, и в Алмате, в Астане понимают, что передача власти Рустаму Эмомали это не выход. И для Таджикистана, это может быть то, чего хотел бы Эмомали Рахмон, чего он хочет много лет. Но, насколько я понимаю, чувствую, он не получил согласия на это ни у Путина, и я не знаю, не уверен, что он, так сказать, заручился поддержкой у других. Хотя Рустам Эмомали посещал и Самарканд, и могилу Ислама Каримова, но я не думаю, что это играет какую-то серьезную решающую роль. Такие дипломатические, так сказать, подмазки, да, грубо говоря. Потому что Рустам Эмомали, несмотря на, так сказать, то, что он член семьи, он не обладает той харизмой, теми качествами лидерскими, которыми мы не можем, так сказать, отрицать, обладает Эмомали Рахмон. Эмомали Рахмон самородок, действительно, и оратор, который может держать аудиторию часами, и, так сказать, человек недюжинного здоровья, и человек, который может держать, так сказать, в уме какие-то комбинации очень важные, и человек, который способен учиться. Он многому научился, в том числе у Лукашенко, выживаемости. Эмомали Рахмон прошел большой путь, и большой путь выживаемости, и надо отдать ему должное, да, что это не рядовой политик. Это, можно сказать, выдающийся политик. Но это он диктатор, выдающийся. Вот. Но в то же время надо быть честными, да, перед собой и отдать ему должное в этом. Но вот, к сожалению, природа отдохнула на Рустаме.
с моей легкой руки его прозвали великим немым. Вот, и человек, который подвержен слабостям, таким как наркотики и, там, и другое, там, казино, игра, азартные игры. Как говорят разные источники, я, так сказать, сам не знаю. Вот, но, то есть, такому человеку, конечно, доверить Таджикистан, я бы не доверил такому человеку Таджикистан. Конечно, от соседей очень много зависит. И от России, какой бы ни была Россия, путинская Россия, постпутинская Россия, и от Китая, и от Афганистана, и от Узбекистана очень много зависит от нашего соседа. Потому что мы с Узбекистаном, ну, как там, два сиамских близнеца, можно сказать, да, у нас сосуды, одна общая кровеносная система с Узбекистаном. Это и реки, и это и дороги, это и кровные связи, и история. Поэтому, конечно, от Узбекистана, от Ташкента очень много зависит. Я бы хотел видеть, так сказать, посмотреть с оптимизмом, да, будущее, что постпутинская Россия будет другой совершенно. И насколько, как бы нас не оскорбляло положение наших граждан в России, унизительное, оскорбительное положение, какие бы претензии мы ни предъявляли, счеты к России, к советской власти, мы должны отдать должное тем преобразованиям, которые получил Таджикистан, таджикское общество благодаря тому советскому периоду. Мы рано или поздно в Таджикистане, как, например, в Узбекистане сейчас создаются музеи сталинских репрессий, так же, как, вот, например, в Балтии, в балтийских странах, в Латвии, в Литве, музеи репрессий, музеи сталинских репрессий. Мы должны составить списки. Я, например, в этом заинтересован. Я пытаюсь, мои предки были репрессированы с обеих сторон, и со стороны отца, и со стороны матери. Но это наша общая история. Да. И там были, в моем роду, в моих предках были те, например, кто были за советскую власть, воевал за советскую власть, были в основном те, которых сейчас называют басмачами оскорбительно. И советская власть, это сталинизм вырезал цвет таджикской нации, и таджики понесли огромные потери из-за прихода советской власти, и территориальные, и культурные, и языковые, и так далее, и так далее. И вместе с тем мы теперь просто не можем зачеркнуть все это прошедшее, и не можем зачеркнуть те положительные моменты, которые произошли во время советской власти. Потому что советская власть в Таджикистане, надо сказать, она была западным проектом. Это был европейский проект. Социал-демократы ленинские, они были воспитаны на Карле Марксе, на Энгельсе. И это был западный европейский проект, который победил в России. Это был второй крупный европейский проект. Второй крупный европейский проект после первого проекта Петра I. Петр I пробил окно в Европу, отправил
всех отпрысков знатных родов учиться в Европу. Сам несколько лет провел в Европе и учился и всему: работе, инженерному делу, кораблестроению, значит, оружейному делу, учился языкам и так далее, и потом привел эти, значит, лучшие какие-то порядки, европейские стандарты в Россию. И за 300 лет Россия расцвела. За 300 лет Россия стала одной из передовых европейских держав, вообще мировых держав, да? Благодаря тем преобразованиям Петра I. И сегодня Путин через 300 лет, так сказать, просто губит и просто, ну, грубо говоря, он похерил вообще все преобразования Петра и забил окно в Европу и противопоставил, замуровал и противопоставил вот эти все пасконные, значит, самое низкое, самое чудовищное, что есть в любом народе, и выдавил самое лучшее, самое светлое образование и так далее, и так далее. Просто сошел с ума и ведет страну, значит, просто, я не знаю, в пропасть. И я знаю многих русских оппозиционеров, и, значит, мы дружны со многими, и с представителями интеллигенции, и я думаю, я надеюсь, что постпутинская Россия будет другой, и отношения между нашими народами, между нашими странами будут другие. И та фашистская вакханалия черносотенная, которая происходит с тех времен, когда Путин пришел к власти в России. Сегодня мне попалась моя статья на глаза, статья, которую я написал 14 лет назад, работая в BBC, в русской службе, работая в Москве. Ну, в общем, о выступлениях скинхедов на Манежной площади, об убийствах. Это накапливалось многие годы. Вот эта вот черносотенная фашистская, знаете, волна, она поднималась. И Дугин, и, значит, и Проханов, они тогда были изгоями, они тогда были маргиналами, а теперь они лучшие представители этого общества, практически его рупор. Вы представляете, насколько упало это государство, это общество, деградировало, что сравнялось с этими маргиналами, с этими отбросами, с этими ублюдками нацистскими, фашистскими, как Проханов и Дугин. А теперь мы слышим подобное с трибуны Думы и из уст, значит, первых людей государства российского. В общем, я думаю, что после Путина, крах Путина неминуем, путинизма, у Таджикистана должны сложиться хорошие отношения, нормальные, цивилизованные отношения с Россией, и так или иначе, Маверанахр или Фарурут имеет другую судьбу, нежели южная часть Хорасана. Мы, например, Рахмон именно на этом страхе держит свою диктатуру, свою власть и держит таджикское общество в оцепенении, в рабстве, потому что он им показывает: вот вы хотите там, да, он же, это любимая его фраза, вы хотите как в Афганистане, мы не хотим как в Афганистане. Нет, мы не хотим как в Афганистане. Мы хотим хотя бы как в Афганистане свет иметь, который ты продаешь в Афганистан, не давая гражданам Таджикистана свет. Не давая сейчас в Душанбе сутками нет света, в центре города, в Душанбе, после 30 лет власти этого вора, казнокрада, узурпатора власти, незаконного
так сказать, он не президент, он самозванец, да? Через 30 лет власти этого самозванца в центре Душанбе нет света сутками. В то время как он дает свет Кабулу, он дает свет Файзабаду, Тахору, Кундузу и так То есть далее. те же Наши самые люди. талибаны лучше Рахмана. Для своего народа, я имею в Да, виду. да. Талибан для него Талибан, родные, значит, эти люди, они покупают, они дают ему бабло, платят ему деньги, которые он отправляет себе в офшоры, минуя таджикскую казну. Извиняюсь, Акутемур, наше время тоже подходит к концу. Мы с вами о многом, хотя в течение вот этого часа обо многом рассказали, говорили. В самом начале передачи вы нам рассказали об каких-то, в смысле, угрозах постдиктаторской, постреволюционных ситуаций. Но также вы сказали о путях предотвращение этих угроз, как бы содействие оппозиционных партий, содействие общества. Сейчас у меня последний вопрос к вам такой. Какие вы видите перспективы после Рахмона в Таджикистане? Как вы видите Таджикистан в будущем? Ваша, как бы сказать, мечта, ваша идея, ваше видение насчет Таджикистана, пожалуйста. Был такой великий американский политик, правозащитник Мартин Лютер Кинг, который выступил с замечательной бессмертной речью I have a dream. Значит, у меня есть мечта. Я вот и своих друзей, значит, соратников по Анджуманю Зудандишон, по форуму свободомыслящих Таджикистана тоже предлагаю подумать об этом и говорить об этом с людьми. Я мечтаю, каким я мечтаю видеть Таджикистан. Я мечтаю Таджикистан видеть стабильным, свободным, демократическим, где право и конституция для всех. И во главе всех ценностей стоит человек. Потому что человек рождается свободным. Человек рождается Богом свободным. И мальчик, и девочка. Я мечтаю о том, чтобы в Таджикистане были равные права у мальчиков и девочек, чтобы девочки имели право получить образование, получить достойную работу, быть счастливым. И потому что, знаете, поколение свободных людей, поколение грамотных людей рождают таких уникальных людей, как Амар Хайям, как Фирдауси, как Хафиз, как Саади, как Руми, да, уроженец Таджикистана. Грамотная мать сделает своих детей грамотными, достойными людьми. И я хочу, чтобы закон и конституция не могли быть нарушены никем. Если в Конституции написано 2 президентских срока, ты не можешь менять еще, обнулять, становиться обнулениным, не можешь проводить референдум. Как только ты начинаешь, подписываешь проведение референдума против за изменение Конституции, ты становишься государственным преступником. Я хочу, чтобы в Таджикистане в будущем работала эта, так сказать, опция, когда генеральный прокурор или Конституционный суд имеют право арестовать клятва отступника, клятва преступника, самозванца, который назначает референдум. Еще мы не знаем, какой будет референдум. Так сказать, имея административный ресурс, ты можешь нарисовать все, что угодно. Как сказал Сталин, неважно, как проголосуют, важно, что мы нарисуем, да, или сколько нарисуем. Поэтому этих людей надо сажать и
никто не должен иметь никакого иммунитета. Ты за свой президентский срок, за 2 президентских срока нарушил закон. Давай, пожалуйста, будь добр, в тюрьму, на скамью подсудимых. Никаких иммунитетов, никаких поблажек против подобного. И тогда будет стабильность. Потому что демократия и сменяемость власти – это лучший антисептик. Потому что нормальные люди, цивилизованные люди меняют трусы, меняют носки регулярно. Потому что если их не менять, а если, значит, проводить референдум, давайте будем еще год носить эти трусы и эти носки, то общество заболеет. И человек заболеет, и общество заболеет, и, в общем, ничего хорошего от этого не будет. Я мечтаю о свободном демократическом Таджикистане, равноправном, с добрыми отношениями с соседями. Я мечтаю, чтобы свет вернулся в Таджикистан, чтобы свет пришел в дома, в каждый дом в Таджикистане, в каждую школу, в каждую больницу, чтобы бизнес развивался, потому что без света, без электричества не может развиваться бизнес. У нас огромные возможности делать, значит, запасы фруктов, консервирования и так далее, без холодильников, мы не можем этого делать. Я надеюсь, что таджикские рабочие, таджикские специалисты будут востребованы в мире, не только в России, что мы не будем зависеть от рынка труда в России, что нас не будут там называть джамшудами, тюрками, там, и рабами и так далее, шпынять и класть лицом в снег и ходить гуськом, как военнопленный, да, в России. Я мечтаю, чтобы для таджика была открыта, для таджикистанца, для всех представителей всех конфессий, всех национальных представителей меньшинств, для Бадахшана, чтобы Бадахшан развивался, чтобы люди вернулись в Бадахшан, чтобы они получили все права, чтобы люди имели право на своем языке учиться, делать программы, фильмы, радио, телевидение. Потому что иначе нельзя, иначе невозможно. Не должно быть иначе. Я также за возрождение ягномского языка, за сохранение ягномского языка. Это власть и советская, и рахмоновская, нацистская власть, Баас, Башара Асада, это и рахмоновская, так сказать, это Народно-демократическая партия, это национал-социалистическая, это нацистская партия. Это одна и та же идеология. Он метался и все равно остановился на национал-социалистической идеологии, на фюреризме. И они не дают возможности развиваться национальным меньшинствам и религиозным меньшинствам. Я считаю, что все должны быть равноправны. Все члены, все части общества должны быть равноправны, ни у кого не должно быть приоритета над другими. Никто не имеет права подавлять других. И все должны быть равны перед законом. Вот таким я вижу Таджикистан. Цветущим, свободным, смеющимся, развивающимся, идущим вперед, смело смотрящим вперед. Аминь. Я очень хочу, чтобы ваша мечта, ваше желание исполнилось. И, наконец-то, Таджикистан был таким, каким только что вы нам его сказали. Спасибо большое, Акотемур Устод, за сегодняшнюю интересную очень беседу, за то, что вы приняли наше приглашение, за ваши искренние пожелания, за ваш взгляд, за ваши прогнозы, за все, что вы
сказали нам сегодня. Я вас очень-очень благодарю. Спасибо. Я думаю, что наша беседа будет дальше продолжаться. Хотя бы раз в месяц или 2 раза в месяц мы найдем время, чтобы поговорить с вами о ситуациях или то, что случается, творится вокруг нашей страны, могу так сказать. Конечно, тут вопросов много, тем много. К сожалению, времени не так уж достаточно, но в любом случае мы будем стараться продолжить наш разговор с вами. Спасибо, Акон. Спасибо. Всего доброго. Спасибо всем, кто нас смотрел. Всем желаю добра, здоровья и мира. Саламат бошед. Уважаемые зрители, уважаемые друзья, вот та передача, которую мы хотели приготовить сегодня, предоставили вам. Я думаю, услышанный вами наш разговор. Вы в этом разговоре нашли кое-какие ответы на ваши вопросы. И мы очень надеемся, что вместе мы все, и политические партии, движения, и гражданское общество, и активисты, если мы будем взаимосвязаны и взаимодействовать с умом, как бы сказать, иметь консолидацию, мы сможем быть готовыми пострахмоновскому, постдиктаторскому процессу, постдиктаторскому нашему жизни нашей республики, нашему народу. Чтобы мы были готовы дальше жить и достичь тех своих желаний или такие мечты, которые мы имеем к отношению к своему народу и своей стране и региону в целом. Не зря говорят, что история показала, что страны, которые готовятся к переходу заранее, имеют больше шансов на успешное будущее. Я уверен, что мы, таджики, и все таджикистанцы, которые живем в Таджикистане, мы должны и мы достойны иметь лучшее будущее, чем сегодняшний день. Надеюсь, наша передача понравилась вам. Еще раз в конце передачи я вас всех приглашаю подписаться на наш канал. Мы выходим в эфир каждую субботу в 17 часов по берлинскому времени. И все остальном желаю вам и вашему дому мира и спокойствия. Салам алейкум ва рахматуллах.